В этом видео мы рассмотрим и подробно разберем удмуртскую пословицу. «Ыгино ук-укшуэ, ножкачез яланкуте». Это соответствует в литературном переводе русской пословице «А Васька слушает да ест». Теперь разберем эту пословицу. «Ыгы» — филин, «но» — и тоже, «уг» — не или «я не» — нет. Но здесь игра слов. Ук-ук также может отображать звуки, которые производит филин. Как бы ухает. Ух-ух. Шуэ — говорит. От глагола шуины — говорить. Таким образом, первая часть этой пословицы «Ыгыно ук-ук шуэ» значит «и филин нет-нет» или «ух-ух» говорит. Вторая часть пословицы «нож» значит но. Кэч — заяц. Кэчез — зайца, винительный падеж. Ялан — всегда, все время. Куте — ловит. От глагола кутыны — ловить. И вторая часть пословицы «нож кэчез ялан куте» значит «а зайца всегда ловит». Поясню еще слово «уг». Это отрицательный глагол. Это как бы сокращение от фразы «мон уг куты» — «я не буду ловить». Таким образом, вся пословица буквально переводится «и филин нет-нет» или «ух-ух» говорит, а зайцев всегда ловит. Произнесем еще раз всю пословицу. «Ыгыно ук-укшуэ, нож кэчез яланкуте». Литературный перевод этой пословицы, как уже было указано, «а Васька слушает да ест». Хотя соответствие здесь очень приблизительное. Это крылатая фраза из басни Крылова «Кот и повар», означающая ситуацию, когда один человек увещевает или ругает другого, а тот игнорирует критику, продолжая делать свое дело. Удмуртская же пословица соответствует кому-то, кто отрицает, что будет что-то делать, но, несмотря на это, продолжает делать. «Ыгыно ук-укшуэ, нож кэчез яланкуте».